Добрый вечер. В эфире «Заман». Главные события Крыма, Украины и мира в нашем выпуске. Более 10 семей крымских татар уже в ближайшие дни могут оказаться на улице. Эти семьи живут в общежитии Таврического национального университета, который сейчас переименовали в Крымский национальный федеральный университет. Но Комитет национальностей не продлил контракт с университетом, и поэтому от жителей общежития требуют освободить комнаты. Детали в сюжете. Жильцы студенческого общежития Крымского университета показывают папку с документами. Это многочисленные обращения к местным властям с просьбой решить их жилищную проблему. Администрация учебного заведения выселяет их из общежития. Нам на вахту принесли бумажки, там распечатано, сверху написано на основании постановления номер такой-то, там вот такой-то, и список людей, кто должен освободить. И сказали расписаться. Гульнара Менсеитова переехала в Крым в 1993 году и сразу встала в очередь на квартиру по программе обустройства депортированных. В 1995-м Райскомнадс республики временно поселил ее в комнату студенческого общежития. Эта же правительственная структура оплачивала льготникам проживание, каждый год продлевая договор с университетом. Так было до 2015 года. В этом году договор на проживание репатриантов в общежитии не продлили. Все жильцы имеют справки о реабилитации, но из-за того, что в их паспортах нет регистрации, они не могут получать свои льготы. Кроме того, выяснилось, что Госкомнадс, чья основная функция решения проблем ранее депортированных, больше не занимается этим вопросом. По новому положению, по программе депортированных, вроде бы Госкомнадс дал нам письменное под подписью Нуманова, заместитель председателя Роскомнадса, что проблемами депортированных, проживания в общежитии они не занимаются. Поэтому в 2015 году никто договор не заключал с КФУ на дальнейшее проживание депортированных. И оплата тоже повисла в воздухе. Потому что по закону Российской Федерации таких услуг, таких социальных льгот нету. В Госкомнадсе посоветовали обратиться в городскую администрацию Симферополя. А там жильцов направили в Совмин, объяснив, что этот вопрос находится под контролем вице-премьера Руслана Бальбека. Бальбек встречался с жильцами в апреле, пообещав в скором времени организовать еще одну встречу вместе с представителями университета. Но встреча до сих пор не состоялась. А 7 июля жильцам общежития пришло уведомление с требованием освободить комнаты в течение 10 дней. Хорошо, мы лично дадим на руки о выселении, документ о выселении и основании. Но, говорит, мы вас все равно выселим, потому что это студенческое общежитие, и здесь посторонним жить не положено. При Украине нас не выселяли, да? То как-то находили. По Украине тоже был закон, что в студенческих общежитиях жить нельзя. При России нас вот уже в 7-й месяц договор не заключает. Сервер Туварче инвалид. Это комнатка 18 квадратных метров, единственное пристанище для его большой семьи. Сервер живет здесь с женой и 3 маленькими детьми. Младшей дочери 4 месяца. 7 июля дали, 10 июля, 17 июля заканчивается срок, да? Получается, с праздником Ураза Байрама. Ураза Байрама с Хайрлос. С выселением, да? То есть вот эта прабабушка этой девочки вы тоже выселяли, да? Уже так это, проходится, чтобы нам тоже с детьми то же самое депортацию переживать. Всех вынужденных жильцов общежития объединяет одно – им некуда идти. Февзия Алимова живет в своей комнате одна. После смерти сына у нее не осталось родственников в Крыму. Ей трудно передвигаться. Справляться с бытовыми проблемами помогают соседи. 7-й месяц. Я почти еле поднимаюсь, еле хожу. Поэтому прошу, если только вывести нас на улицу и расстрелять, пожалуйста. Потому что мне идти некуда, абсолютно. У меня уже никого нет. А идти нам некуда, денег у нас нет строиться, все инвалиды. И вот в таком страхе живем. Во время войны всех родственников потеряли. Обеспокоенные жильцы не знают, к кому обратиться за помощью, ведь обращения и в городскую администрацию, и в Госкомнадс не дают результатов. А Нуманову, когда обратились, Нуманов сказал, ну что я могу сделать? Общежитие КФУ
они, как говорится, не нашей компетенции. В общем, он просто, решил вот так. Поговорить с руководством Госкомнадзора жильцам не удалось. Его глава в отпуске. На прием записали на 20 августа. Но до этой даты еще целый месяц, который вынужденным жильцам студенческого общежития придется провести либо на улице, либо в страхе. В любой момент их могут выселить из комнат. Россия наращивает военную силу на границе с Украиной, отмечает группа «Информационное сопротивление». А на Донбассе террористы усиливают тяжелой техникой свои подразделения на ключевых участках фронта. Это в последние дни фиксирует разведка в районе Углегорска, в северной части Горловки и в западных районах Донецка. На этих рубежах обороны боевики зачастую прибегают к вооруженным провокациям. На других участках линии сопротивления ситуация остается достаточно спокойной, отмечает спикер АТО. На встречу з України близько 80 разів були обстріляні проросійськими бандформуваннями. Майже половина обстрілів припала на період з 18 по 24 годину. З танку та мінометів російські терористи обстріляли населений пункт Опитне. Зі 120-мм мінометів і танків бойовики цілили по позиціях сил АТО поблизу селищ Водяне і Новгородське. Використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та 82-мм міномети, російські окупанти провокували бійців сил АТО на вогонь у відповідь практично по всій лінії розмежування. На встречу с руководством российской администрации в Крыму едет французская делегация в составе 10 человек. 8 из них представляют партию республиканцев экс-президента Николя Саркози. Члены делегации считают присоединение Крыма к России, цитирую, «совершенным и окончательным событием». Конец цитаты. Так утверждает депутат Национального собрания Франции от оппозиционного Союза за народное движение, экс-министр транспорта, сопредседатель франко-российского диалога Тьерри Мариани. Именно он возглавил группу. Мариани отметил, что визит французских дипломатов в Крым – это личная инициатива парламентария. Она не совпадает с официальной позицией правительства Франции. Ми готуємо дуже жорстку реакцію на намір депутатів французького парламенту відвідати Крим в порушення українського законодавства. Якщо такий візит буде здійснений, то ми розглядатимемо питання про оголошення заборони на подальші в'їзди для цих громадян на територію України. Ця ситуація серйозна, але це зовсім не привід для якихось великих далекосяжних висновків про позицію Франції чи про можливість зміни політики санкцій. Сама група сенаторів – це не є делегація Сенату або парламенту Франції, це є група індивідуалів цього візиту. Наскільки я розумію, українське посольство в Франції і МЗС України теж висловили свою позицію, яка, звичайно, полягає в тому, що Україна проти. У российской стороны на контрольно-пропускном пункте Чонгар вышла из строя электронная система данных. Там не пропускают в Крым машины с украинскими номерами и грузовики. Именно поэтому Украина не советует въезжать на полуостров через Чонгар. Государственная пограничная служба на выезде из Бердянска установила контрольно-пропускной пункт, где гражданам советуют воспользоваться другими путями въезда в Крым. А в Крыму дорожает еда. Вместе с ценами на коммунальные услуги и здравоохранение растут цены и на продукты. С начала года они подскочили на 24%. Овощи и фрукты на полуострове не уродились из-за дождливого лета, а поставки с материка постоянно задерживаются на границе. Об этом наш специальный репортаж из Крыма. Традиционно крымское изобилие. Фрукты, овощи, свежее мясо. Прилавки на рынках полуострова ломятся от продуктов. Бери любой и откусывай. Если, конечно, тебя не пугает, как кусаются сами цены. Всегда дешевые в это время года огурцы стоят 50 рублей за килограмм. Это почти $1. Картофель чуть дешевле – 30-35 рублей. Зато килограмм помидоров почти $2. Их цена доходит до 100 рублей. Торговцы объясняют это тем, что томаты в основном украинские. Из-за обильных дождей в Крыму они в этом году не уродились. Очень большие цены. Да, говорят, что в России намного дешевле, чем у нас. У нас все подорожало. Что такое морковка 70-80, все картошка, посмотрите, сейчас помидоры. Июль заканчивается, у нас помидоры 90-100 рублей килограмм. Из фруктов самые дешевые привезенные из-за рубежа бананы – 95 рублей за кило. А вот крымские персики, смородина и крыжовник – от 100 до 150 рублей. Мясо тоже везут из материковой Украины. И к его цене добавляется сумма взяток, которые берут и украинские, и российские пограничники. Поэтому цены постоянно меняются в зависимости от поставок. Поставки более-менее, когда проходит, когда нет. Но есть трудности. Ребро 220, антрикот 260, мякоть 350.
Это говядина, да? Да. Подорожало, конечно. Ну, мясо подорожало, точно. Потому что, говорят, ну, закупка подорожала и продажа. Было там 290 мяка, сейчас 350, 330. Цены в магазинах почти не отличаются от рыночных. Овощи и фрукты здесь украинские, а крупы, молочные и макаронные изделия в основном российские. Стоят они дешевле украинских. И хоть украинские продукты качественнее, признаются покупатели, но из-за своей дороговизны они все-таки проигрывают российским в спросе. Крымские цены пугают даже гостей из материковой России. Почему так изменились здесь цены? Понимаете, мы в Россию перешли, только в Россию, да? Мы понимаем, что там то-то, то-то, но очень это самое, необоснованные цены, честно говоря. Вообще непонятно. Даже фрукты, овощи вот в Сибири дешевле, потому что с подбрюшья оттуда везут, дешевле, чем вот здесь. Вы понимаете, в чем дело? Мы же здесь выращиваем, это же наш. Рыба вообще здесь самая дорогая, которая есть вот вообще в России, понимаете, самая дорогая. Хотя казалось бы. Да, казалось бы, хотя мы тут близко возле моря. Если верить официальной информации Крымской службы статистики, только за последний месяц стоимость минимума продуктов увеличилась на 3,7%, а с начала года на 24%. Реальная картина с ценами еще печальнее. Стоимость некоторых продуктов выросла в 2-3 раза. Для большинства пенсионеров, получающих минимальную пенсию 8 тысяч рублей, это настоящая игра на выживание. А ведь кроме еды нужно приобрести лекарства, а они в 2 раза дороже, чем в России. Откуда их везут? Все говорят, что пенсии 11 тысяч, самая маленькая. У меня 8 тысяч. Ну, каждую 1000 мне надо на глаза лекарства. Сейчас вот только купила 715. Ну, как думаете? Министерство промышленной политики Крыма в ответ на жалобы о дороговизне бодро рапортует о регулировании цен на социально значимые продукты. По данным Минпрома, хлеб и крупы на полуострове не дорожают, а цены на 40 наименований продуктов даже снизились. Но тут не знаешь, кому верить, потому что другое официальное ведомство, Крымстат, сообщает, сахар подорожал на 12%, макароны на 18%, хлеб на 13%. Остается верить только своим глазам и кошельку. И в нем остается все меньше оптимизма. В жилом квартале Севастополя прямо на проезжей части на стыке улицы Маршала Геловани и Флагманской образовалась воронка глубиной 3 метра. Авария произошла в 10 утра, после того, как по дороге проехал грузовик, рассказывают жители района. Сама машина чудом не угодила в яму. Пролом в асфальте появился прямо над камерой с колодцами канализации. Куски арматуры повредили водопроводные трубы. Находиться рядом небезопасно. Края ямы продолжают осыпаться, передает Форпост. Вокзал Севастополя зарос травой и постепенно превращается в парк для выгула собак. Об этом рассказывает пользователь YouTube Алексей Владимирович. Рельсы этого вокзала давно не видели поездов, потому что еще в прошлом году Укрзалезница отменила сообщение с Крымом. К международным новостям. 32 человека погибли в результате серии взрывов в нескольких городах Ирака. В шиитском квартале Багдада возле магазина одежды сработала заложенная в автомобиле взрывчатка. Погибло по меньшей мере 14 человек, 30 ранены. Еще один заминированный автомобиль взорвали в городе Мандали, преимущественно населенный курдами-шиитами, сообщает Евроньюз. Здесь погибло 8 человек. Ответственность за взрывы никто пока на себя не взял. Но нападения на шиитов и курдов характерны для экстремистской суннитской группировки «Исламское государство». Цветы в память жертв недавнего теракта сегодня возложили в Киеве у посольства Турции. В частности, соболезнования братскому турецкому народу выразила крымско-татарская молодежь. Напомню, 2 дня назад в городе Суруч теракт смертницы унес жизни более 30 человек, более сотни получили ранения. Власти Турции обвиняют боевиков террористической организации «Исламское государство». И новые подробности скандала о плагиате книги «Куртсиит и Шура» в России. Роман турецкой писательницы Нермен Безмен там выдали под авторством Марии Волчанской. Официальные представители настоящей писательницы готовятся к суду. Подробнее в сюжете. Вот так выглядит книга Нермин Безмен. В Турции ее издали более 20 лет назад. «Куртсиит и Шура» – это история жизни деда писательницы, крымского татарина и русского офицера, который в революционные годы покинул Крым. На фоне этих событий и разворачивается история любви Куртсиита и Шуры. В прошлом году по книге сняли телесериал. Позвольте представиться. Поручик Сиит Эминов.
А вот так выглядит подделка. На обложке героя турецкого сериала автором же указана Мария Вельчинская. По нашей информации, под этим псевдонимом публикуется жена одного из российских дипломатов, который работает в Китае. О настоящем авторе романа Нермин Безмен в книге ни слова. Я считаю это просто изнасилованием всех читателей и их семей, а также моих российских поклонников. Турция когда-то считалась страной пиратской книги. Тем не менее, я никогда не сталкивалась с таким примитивным воровством, когда книгу издают под вымышленным именем, а после огласки в интернете имя прячут за авторством других писателей. Издали книгу Марии Вельчинской в одном из крупнейших российских издательств АСТ. Мы обратились к ним с просьбой объяснить ситуацию, но в пресс-службе говорят, что ничего не знают. Я не владею информацией по данному вопросу. Напишите в письменном виде, пожалуйста, вопрос. Я постараюсь найти человека, который сможет вам ответить на этот вопрос. Официальные права на издательство книги Нермин Безмен в России приобрело другое издательство «Лимбус». Там как раз занимались переводом романа. О самой Марии Вельчинской издатели почти ничего не слышали, только то, что это вторая ее книга. Мы купили, издательство «Лимбус Пресс» купило права на перевод книги «Нермин Безмен», Куртсиит и Шура, Куртсиит и Мурка. И права у нас на эту книгу, на перевод. Вы знаете, мы сейчас консультируемся с юристами, потому что, как я поняла, это не перевод книги Нермин, а просто переписали сериал турецкий, который идет в России по каналу «Домашний». Видимо, человек сидел и просто его переписывал. Мы так думаем, поскольку книгу не читали, которая вышла. Но вот и сейчас будем консультироваться с юристами, как в таком случае поступать. То есть это, видимо, как плагиат идет, а не как контрафакт. Представить официальную книгу издательство собиралось осенью. Теперь вместо презентации готовятся к суду. Наталья Калинка, Заман, АТР. Коренной народ Крыма глазами американского драматурга и режиссера. Верляна Ткач, украинка по происхождению, поставила экспериментальный спектакль о гражданах США, которые оказались на полуострове, подружились с крымскими татарами и даже разучили танец хайтарма. Наш корреспондент Алим Абдулхаиров побывал на спектакле. Черное море. Наша вистава називається «Дім», «Home», і, власне, на тему дому, як таке. І ми почали виставу з ідеєю, що якби ми будемо це робити в Нью-Йорку, ну, люди навіть не знають, де Україна, не то, що Крим. І тоді, як я виділа, ми виділи на Ютубі, що закривають АТР, і ми почули, що Ліля Буджурова сказала, прикінчіть, це нас досить, так якби змусило зробити тепер, зачати чи виставу тепер, або був той поштовх на це. Час складний насправді, хочеться, щоб всі були разом, хочеться, щоб думки не розповсюджувалися, щоб люди не мовчали. Є і сльоза, і є і капелька такого сміху. Çünkü hatıra bu evge kayıtlı. Vatanha. Художественные приемы, они, конечно же, остаются глубоко в душе, они даже находятся, их просто вынули и показали нам. И дом, home, одно слово на разных языках, оно значит для нас всех одно, то самое родное, то самое близкое, то, куда мы стремимся. В одну сторону очень позитивное чувство, он был очень смешной, очень такой добродушный. И интересно, что все что грустно, это только потому, что мы знаем, что было потом. Это было в 2013 году, и мы все знаем, что случилось в 2014 году. Доки пам'ятаєш, доти є надія повернути усе та повернутися самому. На этом пока все. Больше новостей в следующем выпуске «Заман» с Шевкетом Науталаевым в 21:30. Всего доброго.